онлайн общи. Скоро 21 мая. День памяти адыгов, жертв русско-кавказской войны. В преддверии этого события я хотел бы запустить рубрику, которую хотел запустить давно. Она будет посвящена разбору содержания старых адыгских песен. И в преддверии 21 мая я хотел бы затронуть пару таких песен. Сегодня я решил, что надо начать с песни, которая общеизвестна, любима всеми, мне кажется, не только адыгами, но и многими нашими соседями. Песня, которая слышна отовсюду, песня, которая стала уже в новое время легендарной. Она называется «Абдзахм Языковорот», абадзехская походная песня. Для начала хотел бы показать книгу, на которую буду опираться сегодня. Эта книга, называется она «Народные песни и инструментальные нагрыши адыгов». Том 3, часть 1. Тут составители Владимир Барагунов и Зарамук Кадангушев под редакцией Кипиуса. Вот. В этой песне есть текст, в этой книге есть текст песни абазехской походной. И давайте для начала мы ее послушаем, а потом начнем разбирать. بعضشون بدم شوخاسة ورد القزور كوبش قدر خان يزوخة نبا حسن تو سفر بي خاخو اسمان أبا ذكر قنبل ما شخاسة وشبع ورسكري قلم شقق وشبع رانا سچا يقول نحس ومسا يزوج وشبع يا عشي يزوج قريب ويخب وشبع يا راب زوا قلقا شو شما رابسا رم ورقب صغفا قد فدا زشرا يا يونقا بتغو شارز شنا تالا راتشي جعلم خاتي وشو زاور قد فاسوغوش يا جروا حزك محق وشبع شل حق مقفري قدق وشبع وي والنقا بتغو شرق زق جزا راتشيس حزق زج قدزر شبوش يا جروا حزك محق وشبع شل حق مقفري قدق وشبع Вот такая очень мощная, я бы сказал, очень красивая, мелодичная песня. Давайте тебе постараемся посмотреть, что там внутри вообще, о чем в этой песне поется. Для начала, мне кажется, надо объяснить, кто это записал. Вот трек, который вы сейчас слушали, чьи голоса там слышны. Ну, во-первых, запись была сделана легендой адыгской фольклористики, этнологии Зарамуком Кардангушевым в 1976 году. Вот тут написано аул 2 Красноалександровский Туапсинского района Краснодарского края. Это сейчас называется аул Калиш. Шапсукский аул, естественно, находится на побережье. Скажем так, запевалой была Коблева Кадырхан, а те, которые подпевали ей, это Хасан Нибо, Сафарби Ту и Осман Хахо. Текст песни транскрибировал и, как я понял, перевел Нурбер Штевич Ваноков, доктор филологических наук, профессор. И давайте сделаем таким образом. Я буду зачитывать одну или две строки из песни. Кстати, она записана на шапсукском диалекте. И потом буду
переводить на русский язык. Первая строка звучит следующим образом. Абадзехар умблима шахаса гушаба. Перевод, сделанный авторами книги или Иваноковым таковой. Абадзехи под белыми тополями совет держат. Умбль — это тополь, по-моему, называется биологическим языком тополь белолистка, в отличие от тополя, который набирает, скажем так, высоту, он не дает тень. Тополь белолистка имеет широкую крону, она вырастает до огромных размеров, и в культуре адыгов исторически как бы тополь белолистка, скажем так, является священным деревом. Адыги часто устраивали под такими деревьями различные советы, собрания, встречи, и тут как раз и обозначается местом встречи, то есть местом того, где держит совет, проводит хаса, тополь, белый тополь. И здесь необходимо сделать еще одно уточнение. Если мы говорим о первой строке, тут написано «абадзехар». «Абадзехар» — буквально перевод «абадзи». «Абадзи», а не «абадзехи». Тут ситуация, мне кажется, немного запутанная. Вообще у черкесов еще в XIX веке сохранялось деление адыгов на два общества. Это, собственно, адыгские общества, это, допустим, кабардинцы, тимиргоевцы, бессенеевцы, гелехстанеевцы, хатукаевцы и, допустим, абадзачили, то есть абадские общества или абазачили, абазские общества. Это те общества, которые проживали в горных территориях исторической Черкесии, допустим, Шапсугия, Тухай, Убыхия, Бжедугия. Это называется у адыгов, у черкесов абазачиля. И, соответственно, здесь поется не об абадзехах в оригинальном варианте, а об абадзах. Кого конкретно имел в виду как бы автор этой песни, имя которого мы, конечно, не помним, вопрос. Но раз как бы в обиход это вошло под как бы названием «Абазехская походная песня», я думаю, это вполне как бы отвечает ситуации, да, действительности. Наверное, действительно имели в виду абазехи, но как бы надо сказать правду, такой, какая она есть. Все-таки в оригинале поется «абадзе». «Абадзе», а не «абазехи». А под абадзе могли подразумеваться шапсуги, абадзехи, натухаевцы, ну, как я сказал, западно-черкесские общества, горные, демократические. Дальше. Русские в крепости веселятся. Ну, это вторая строка. Звучит она на шапсукском, на адыгском так. Урысхари калема шеджек кушеба. Перевод «русские в крепости веселятся». Я думаю, ну, перевод тут точный. Я как бы не стал ничего менять. Мое скромное мнение таково. Дальше. Ра насачеджек нахшвамжоу язава гушеба. Ашу язавачари гуих гушеба. Это второй куплет, две строки и, соответственно, второй куплет. Перевод такой. Словно на свадьбе веселясь, они с ними сражаются. Их отвага в бою наводит страх. Вообще у адыгов есть такое, ну, как бы, такая черта в старину, когда показывали героизм некоторых людей, использовали вот такие выражения, как «казапамагажу». Или вот здесь, допустим, поется «нахьяпамажу». Имеется в виду, что они бились играючи. То есть для них это было в удовольствие, они были, скажем так, в этом действии как бы гармоничны, для них это было привычно. Ну, я имею в виду вот здесь такое не веселясь в буквальном смысле, там, как на свадьбе, а им это было в удовольствие, для них это был образ жизни. Я думаю, что вот это имеется в виду. А, третий куплет таковой. Абадзакарахар шуушама рапша муаркапшигахар катфидезишира. Абазин вороной, став всадника впереди, орков уставших он спасает. Абазин вороной, опять-таки тут есть слово абадза в этой строке.
В этом случае авторы переводят Абадзе уже как не как Абадзехи, а как Абазин. Да? Снова путаница возникает. И тут действительно я сам тоже как бы не взялся бы однозначно говорить, что имеется в виду под Абазин вороной. Почему? Потому что у абазин современных, которые живут в Карачаево-Черкесии, наших единокровных братьев, были подпороды лошадей, подпороды, имеется в виду подпороды кабардинской породы лошадей, которые назывались, допустим, ловские лошади, трамовские лошади, ашабовские лошади и так далее, или есеновские лошади. Поэтому вполне себе адекватно этот как бы текст переводить как именно абазинские корни, говорю, кони. Может, но может здесь имелись в виду абазехские корни или какие-то западно-черкесские корни, то есть не обязательно современных абазин, там их исторические какие-то породы лошадей, но, может быть, имелись в виду и западно-черкесские некие подпороды лошадей адыгской породы, но авторы перевели как абазин вороной. Да? Вот он скачет впереди 100 всадников, и, скажем так, он орков уставших он спасает, видимо, ну, показывает их путь, служит им как бы проводником. Четвертое. Я его напопит кушер зи шенеталя, а чиджалем хахли гушев завар ответ куш. Две луки, перевод такой. Две луки его седла ему сошкой служат, а к холке коня прижавшись, он сражается. Две луки, луки это понятно, да, вот если мы возьмем седло, то вот два края седла, особенно кабардинского, который имел вот такую форму, то там довольно прямой угол, вот эти луки седла и служат для него как бы сошкой. А сошка это что такое? Сошка это некое приспособление, которое, мне кажется, и сейчас используется там у пулеметчиков, да, когда вот делается вот такая подпорка, наверху есть некий вырез, и на этот вырез ставится дуло ружья или, допустим, гранатомета, как сейчас, наверное, и это обеспечивает более четкую стрельбу. Скажем так, это составная часть огнестрельного оружия, приспособление для огнестрельного оружия. И вот здесь седло, кабардинское, наверное, седло, адыгское седло, оно служит в этом случае сошкой. Тут используется для этого слово шенеталь. Шенеталь, как я выяснил, скорее всего, это заимствование. Есть другое адыгское слово, соответствующее шенеталь, это запабаш. Особенно у кабардинцев в текстах старых встречается вот это слово запабаш. Ну, а вот в этом конкретном случае в тексте используется заимствованное слово шенеталь. Я не знаю, из какого языка оно было привнесено в черкесский язык. Возможно, это тюркское какое-то наречие, возможно, иранское наречие, но в любом случае, я думаю, что это не адыгизм. Геагирова ажгар махак кушаба, чаляхак макхари кадауч кушаба. Так, геагиры, собаки презренные наглеют, рыдания детей из крепости доносятся. Авторы слова геагиры обозначили как непонятно, что-то непонятное. Вот тут есть сноска. Геагиры, смысл слова не ясен. Ну, это очень созвучно со словом геур. Скорее всего, здесь или автор, не автор, а исполнитель песни, исполнительница в данном случае, Кадырхан Кублевова, возможно, из ее уст это слово прозвучало не очень адекватно, грамотно, четко, поэтому авторы решили как бы соблюсти все нормы, все формальности академической науки и обозначили это слово как непонятное. Но исходя из контекста как бы этой строки и созвучия слова гегиры с геур, скорее всего, таки имеется в виду геур, да, то есть русские, с которыми велась война в описываемых событиях. Поэтому, наверное, эта строка звучит таким образом в переводе на русский. Геуры, собаки презренные, наглеют, рыдания детей из крепости доносятся. Шестой куплет. Уайуана опит кушер казакуредза, рачеш хазакуадзача подозрящ куш. Так, перевод автора в книге такой. О своего седла две луки он
гуща ра связывает, ра в конной схватке из крепости выносится. Ну, надо было, наверное, это сказать пораньше, но вот эти все ра, гуща и так далее, это рефрены, такие слова, скажем так, которые придают дополнительный драматизм, энергетику песни. Вот они в наших песнях стандартные, они повторяются из одной песни в другую, поэтому их можно, в принципе, не переводить, они и непереводимы, я думаю, поэтому вот, допустим, в этой песне они не переводятся, а просто приводятся в таком виде, в каком они есть в оригинальном варианте. Вот, и перевод как бы здесь такой, что вот в конные схватки из крепости выносится. Я думаю, что здесь можно сделать некое уточнение. То, что выносятся из крепости всадники, это, я думаю, понятно. Это э, явно видно из содержания текста. Но мы можем в этом случае, мне кажется, еще уточнить немного, каким образом выносятся из крепости всадники. Чешхазападзе, здесь поется на шапсукском, у кабардинцев есть слово шишхазападзе. Мне кажется, шишхазападзе и чишхазападзе у шапсуков это одно и то же. А что такое шишхазападзе? И вот если мы возьмем, допустим, двух коней, да, они стоят друг за другом, как бы в таком ряду, да, у нас есть как бы седло впереди стоящего коня. Мы берем поводья сзади стоящего коня, берем, привязываем его к задней луке седла коня, который стоит впереди, и таким образом у нас как бы образуется такой ручеек из коней, да, вот так связанных друг с другом. Ну и вот такое построение лошадей у кабардинцев называется шахазавадзе. Поэтому, мне кажется, здесь имеется в виду именно такой способ как бы передвижения как бы на лошадях или передвижения лошадей. То есть они не просто выходят из как бы крепости, а выходят вот в таком строю. Последняя как бы строка, она повторяет предыдущую строку. Гягирова ажгари махаб хушаба, чаля хаб махари када уч кушаба. Гягиры, как я сказал, наверное, геуры, собаки презренные, наглеют, рыдания детей из крепости доносятся. Вот такая песня. Называется она «Абадзырская походная песня» в современном варианте. Возможно, была она абадская такая, на русском языке, если переводить, то абадская походная песня. Она действительно очень мелодичная, красивая, драматичная. И то, что она сейчас занимает в умах и сердцах многих людей такое достойное место, я считаю абсолютно заслуженным. Надеюсь, что вам понравился мой разбор. Надеюсь, что я ни в чем не ошибся. Все-таки наши старые песни, они все-таки написаны языком, которым мы сейчас не владеем. Это язык архаичный. Здесь очень много образных как бы оборотов, метафор, которые мы сейчас не понимаем в силу того, что наш язык сильно примитивизировался. Потом здесь есть много как бы архаизмов, которые, может, тоже сейчас не используются в бытовой речи, поэтому мы их не понимаем. Соответственно, каждый перевод такой песни, кто бы его ни делал, мне кажется, оставляет какое-то поле для трактовок, для размышлений, для споров. Поэтому, если у вас есть иная точка зрения на перевод этой песни, если вы не согласны с каким-то переводом какого-то слова или какой-то строки, я очень буду рад вашим комментариям. Я думаю, что, как говорится, в споре рождается истина. Благодарю за внимание. Пока.